Более подробно об итогах работы Минсельхоза за первое полугодие нам расскажет руководитель ведомства Магомед Гагиев. Он сейчас в нашей студии. Магомед Курейшевич, Сергей Николаевич, приветствую вас в нашей студии. Вечер. Вот на вашей встрече с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым вы рассказали об итогах деятельности вашего министерства, и было отмечено, что объем производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств составил за 6 месяцев текущего года более 5 миллиардов рублей, что на 108% больше аналогичного периода прошлого года. Да. Как вы думаете, благодаря чему удалось достичь вот таких результатов? Данные показатели достигнуты при полной поддержке главы Республики Ингушетия Махмуда Али Макшариповича, также министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Патрушева и огромным трудом сельхозтоваропроизводителей нашей республики. Это закупка элитных семян, удобрения, также гербицидов, много факторов и новой техники, можно сказать. Ну и рабочие руки, наверное, тоже, да? Да, это огромное влияние имеет в основном сельхозтоваропроизводители нашей республики. И со стороны Минсельхоза Российской Федерации оказывается огромная поддержка. Это в виде компенсации, субсидирования и государственных поддержек. В том числе и новых проектов, наверное, да? Какие-то агростартапы тоже? Да. В республике реализуется 2 национальных проектов. Это экспорт продукции и грантовая поддержка фермеров. Начинающих фермеров в том числе? Да. Отлично. Магомед Курейшевич, а как завершилась в нашей республике жатва озимых культур? На сегодняшний день убрано 90-91% от общей площади. Намолочено более 100 тысяч тонн зерна с аналогичным периодом прошлого года. Если посчитать, это в прошлом году было 97 340 тонн. В этом году уже намолочено 101-102 тысячи тонн. Также заготовлена корма, сено, солома по 150 тысяч тонн, потребности 112 тысяч тонн, силос 100 тысяч, фуражное зерно 70 тысяч тонн, 100%. А как отразились погодные условия? В этом году, вот не считая последние дни, погодные условия были самыми благоприятными. То, что требуется для сельского хозяйства, для аграриев. А какие хозяйства показали лучшие результаты? Кого вы можете выделить из всего списка? Практически все хозяйства, у нас по всем хозяйствам идет положительная динамика. Ну, если называть, то ГУП Магаз, ГУП Полтанчурская, ГУП Назрановская. ГУП Магаз традиционно, по-моему. ГУП Беркат, ГУП Зорик. Назрановская еще. Да. И фермерское хозяйство, христианское фермерское хозяйство, это КВХ Хашкульгова, КВХ СПК Ваделова, КВХ Мурзабекова. Практически все отработали, можно сказать, на хорошо. А если говорить о проблемных сторонах, возникали какие-то сложности? Ну, нерешаемых проблем у нас не было. Ну, то есть это мелкие проблемы, да, там, с техникой или еще что-то? Да, бывает, это все решается по ходе уборочной кампании или посевной кампании. Вопросы решаемые. А как идет подготовка к севу озимых культур? К севу озимых культур в данное время идет подготовка почвы, закупка элитных семян, удобрения. Мы более 3 лет уже работаем с ведущей российской компанией «Шелковый агрохим». Вовремя заключили с ним контракты, и срывов не бывает практически. Не было, можно сказать. Отлично. Помимо этого, в регионе также успешно развивается и сфера животноводства. Мы наблюдаем, что в последнее время в Ингушетии хорошо себя показывают наши фермеры. То есть это развитие животноводства, как мелкий рогатый скот и крупный рогатый скот. Стремительно у нас растут показатели. Сыграла ли здесь ключевую роль поддержка фермеров, в том числе и от государства, и те же проекты, о которых мы говорили? Безусловно.
На первое полугодие 2023 года прирост по крупнорогатому скоту у нас 1,5%, 70 800 голов крупнорогатого скота, 312 тысяч мелкорогатого скота, 473 тысячи, если я не ошибаюсь, это поголовье птиц. И также по поручению главы 2019 года ГУПы начали закупать мелкорогатый скот. У нас все кошары практически простраивались. Вот последние 3 года начали закупать мелкорогатый скот. Это уже государственных ГУПов, нейтральных предприятий. В последнее время, вот последние 2-3 года мы наблюдаем, что когда проводятся у нас различные акции, в том числе и мехксах по раздаче жертвенного мяса, мы ни у кого мясо не закупаем. У нас все мясо свое, наше, как говорится, ингушское. Это тоже, наверное, да, тоже показатель. Из Национального фонда развития Республики Ингушетия каждый год глава закупает у ГУПов и фермеров мелкорогатый и крупнорогатый скот. Заводить практически не нужно бывает. У нас есть свое, достаточно. Отлично. Магомед Курешевич, ну и в завершении, первое полугодие уже позади, вы показали хорошие результаты. Какие планы на второе полугодие? В конце года какие показатели вы хотите видеть? Ну, мы ожидаем хорошие показатели. Сейчас готовимся к уборке яровых культур. Уборочную кампанию прогнозируем начать 1 числа октября. И также посевную кампанию, посев озимых зерновых колосовых. Ну что ж, на этом все. Желаю вам удачи, успехов и хорошего урожая. Башкал.